Сәгать төгәл 18:30 һәм без башлыйбыз. Барыгызга да сәламләр. Барыгызны да сәламлим. Хәлләрегез ничек? Мине ишетәсезме, мине күрәсезме? Кем монда? Хәбәр бирегез. Доброе утро. Ой, доброе утро. Добрый вечер всем. Время 18:30, и мы с вами начинаем. Кто здесь? Давайте перекличку проведем. Так, кто здесь? Кемнәр бар монда? Әйдәгез, бер-берегезне сәламлибез дә һәм башлап җибәрәбез. Регина монда. Хәерле кич, Регина. Әйдәгез, там 1 минут һәм башлап җибәрәбез, яме? Озын озакка сузмыйбыз. Хәлләрегез ничек? Мине яхшы күрәсезме? Мине яхшы ишетәсезме? Как у вас дела? Как вы меня видите? Как вы меня слышите? Ярар, әйдәгез. Калганнар кушылырлар һәм без башлыйбыз. Пускай остальные присоединятся по ходу дела, да, и мы давайте начнем. Не будем время зря терять. Так. Бүген без сезнең белән тәмамлыйбыз. Менә бу "И туган тел" дигән шигырьне тулаем укып китәбез. Исәнмесез? Хәзер мин сезгә укыйм, шулай ук тәрҗемәсен тиз генә карап китәрбез, яме? И туган тел, и матур тел, әткәм-әнкәмнең теле. Дөньяда күп нәрсә белдем син туган тел аркылы. Иң элек бу тел белән әнкәм бишектә көйләгән. Аннары төннәр буе әпкәм хикәят сөйләгән. О, как хорош родной язык, отца и матери язык. Я в мире множество вещей через тебя навек постиг. Сперва на этом языке, качая зыбку, пела мать, а после бабушка меня старалась сказкою унять. И туган тел, һәр вакытта ярдәмең берлән синең кечкенәдән аңлашылган шатлыгым, кайгым минем. И туган тел, синдә булган иң элек кылган догам, ярлы кагыл дип үзем һәм әткәм-әнкәмне ходам. Родной язык, ты мне помог понять и радость малых лет, и боль души, когда в глазах темнеет, меркнет ясный свет. Ты не родной язык, изречь молитву первую помог. Прости меня, отца и мать, великодушен будь мой Бог. Исәнмесез, Азат? Менә бит өлгердегез. Вот же, не опоздали, все вовремя. Вот такое у нас стихотворение Габдуллы Тукай, да, и я вам говорила, то, что у него 3 куплета, аның 3 куплеты бар, һәм миңа бик тә аның 3-нче куплеты ошый. Мне очень нравится его 3-й куплет. Теперь многие из вас, кто до этого не знал, теперь знаете и 3-й куплет. Меня это очень радует. Да, хорошо, перейдем к повторению. Теперь у нас повторение пройденного. Пожалуйста, поспрягайте по лицам. Переведите сначала и поспрягайте по лицам. Затлар буенча төрләндерегез. То есть, вот, например, я иду, ты идешь, мы идем. Понятно, да? В настоящем времени по лицам. Татарча, әлбәттә. Әйдәгез. Вспоминаем, как будет иди. И проспрягаем. Можете сразу в столбик писать, строчку, имеется в виду все подряд. Можете по одному, кому как удобно. Кемгә ничек уңайлы шулай языгыз, яме?
Әйе, бар, барасың. А, а как будет я иду? Или я иду? Мин барам. Мин барам, син барасың, ул бара, алар баралар. Да, дөрес, бар, әйе. Мин барам, әйе, yes. Мин барам. Хорошо. Еще сіз. Мин барам, син барасың, ул бара, алар баралар. Будет мы идем, они идут, он идет. Ау, вы где? Yazılı ederiz. Мин барам, син барасың, ул бара. Будет без барабыз, әйе. Yok. Әйе, сіз барасыз, дұрыс. Без барабыз, сіз барасыз, әйе, дұрыс. Алар баралар. Хорошо. Давайте икенче сүзгә күчәбез. Приходи. Как будет приходи? Яңа кушылганнарга да шулай ук сәламнәремне юллыйм. Кто только что присоединился, тоже свои приветы передаю. Приветствую. Так, сез бара. Ага, киль. Приходи, это киль, да. Хорошо. Как будет я приду. Ну, я прихожу, грубо говоря. Мин барам, син барасың, біз барабыз, сіз барасыз, алар баралар, ул бара. Гүлнара дұрыс, әйе, дұрыс. Регина. Киль киләм. Мин киләм, син киләсең, сез киләсез, без киләбез, алар киләләр. Әйе. Гөлнара дөрес. Регина дөрес. Азат дөрес. Мин киләм, син киләсең, без киләбез, ул килә, алар киләләр. Әйе, дөрес. Ну ладно, разобрались с приходи, да? Давайте ешь. Как будет? Кушай, ешь. Кушай, ешь. Как будет? Кушай, ешь. Гүлнара, мин киләм, син киләсең, без киләбез. Әйе, дөрес. Аша, да. Правильно. Повелительная форма. Ешь, аша будет. Хорошо. Әйе. Доктор М. Да, дөрес. Аша. А теперь нужно проспрягать по лицам. Сәләм. Исемегезне белмим. Гафу итегез, доктор М. О, Альбина да монда. Исәнмесез? Аша, ашый. Аша, ашый, ашыйм. Мин ашыйм, син ашыйсың. Сез ашыйсыз. Рустам. Все, теперь поняла. Вот эти по никнеймам тяжело понять. Если что, извиняюсь. Так. Аша. Мин ашыйм, син ашыйсың, сез ашыйсыз, без ашыйбыз, ул ашый, алар ашыйлар. Әйе, дөрес, молодцы. Так, живи. Как будет живи? Гүлнар да дөрес язды. Слушайте, сіз вообще булдырасыз. Может, мен сізге уже керекмей? Без меня уже справляетесь. Шучу. Как будет живи?
Не совсем, Ильяс. Подумаем. Одну буковку в конце забыли. Живи. Еше. Еше. Татарское в конце. Угу. Еше. Как будет? Я живу. Я живу. Яши, миняши. Что-то. Ну, живи, это, ну да, можно тор. Но это в другом контексте. Мы в том плане, то, что ты живи в этой жизни. Да, можно сказать, живи в этом доме, иде яше, либо тор. Ну, это как синонимы. Но это тор больше употребляется в разговорной. А яше это такое прям литературное слово. Мин яшим, син яшисен, без яшибес, алар яшилер. Ул яши. Все верно, хорошо, здорово, молодцы, молодцы. Так, глазком пробежались, да? Иди, бар, приходи, кель, ешь, кушай, аша, живи, яше. Мин барам, мин килем, мин ашим, мин яшим. Да. Мин яшим, син яшисен, да. Или только вот и будет ема там, не и, а и. Ящи. Мгм. И. Ага, Гульнара тоже все правильно писала. Так, син барасан, син килесен, син ашисан, син яшисен. Ул бара, ул киле, ул аши, ул яши. Біз барабыз, біз келебіз, біз ашибыз, біз яшибіз. Сіз барасыз, сіз келесіз, сіз ашисыз, сіз яшисіз. Алар баралар, алар келелер, алар ашилар, алар яшилер. Все. Хорошо. Здорово. Молодцы. Булдырдығыз. Теперь внимательно меня слушай. Мехтибар белән мине тыңлагыз зихар өчен. Кагыйдәләрдән искәрмә. Фигыльнең терләнә торган нигезе. Исключение из правил. Сберегаем основу глагола. Вы знаете, то, что есть правила, но есть исключения из этих правил. И сейчас о таком небольшом исключении мы с вами, это исключение затронем и проговорим. У некоторых глаголов сопрягаемая основа образуется из корня, то есть повелительного наклонения, иначе, чем мы ранее разбирали, то есть немножко отличается. Эти слова просто нужно запомнить. Их не так много, они коротенькие и очень такие своеобразные, да? Это прям мой. Это значит не мой, вот минике, да, а мой это что-то убирай, вымывай, мой, вот в этом плане. Понятно, да? Ю мой. Моет, он моет, например, да? Юа. Вроде две буквы. Представляете, одно слово, состоящее из одной буквы только. Ю, мой, значит. Ки, надень, кия, надевает. Кой, поставь, куя, ставит, кладет. Ука, читай, учись. Укы, читает, учится. Вот, например, ука в школе, да, например, мектепте ука, или, например, вузда ука, мектепте укы, вузда укы. Анладығыз? Так, запомните, знали вот такие слова интересные, состоящие из одной буквы? Ю. Ну, похоже чем-то на японский, да, язык или на китайский. Ю, ки, куй, ука. Юа, кие, куя, укы. Похоже, да? Вот. Еще говорят же, у нас есть какие-то китайские корни. Так, слышал. Хорошо. Азат плюс поставил. Хорошо. Вот это просто нужно запомнить. Их всего там 4 слова. Просто нужно запомнить, как они правильно произносятся. Хорошо? В той или иной ситуации. Ярар, алгатаба китегбіз. Тәржімейтеміз. Так, теперь попробуйте мне перевести. Вымой посуду. Можно еще спектакль. Спектакль также и оставить тема. Он может и этот. Им уже да, кстати. Я тоже очень много замечала, то, что есть вот эти мотивы, переходы, да ведь? Значит, мне ни одной так кажется. Так.
Спектакль можете перевести как? Ну да, комит, но это такое устаревшее слово. Чаще всего спектакль так и остается, он и не переводится. Мгм. Так, Азат, ю у нас что это? Это у нас глагол, а глагол всегда в конце предложения. Мы не забываем, хорошо? Посуда будет саот саба. Саот саба у вас вон в конце написано перевод. Терликкене. Нет, не Азат, давай как есть. Саот сабаны ю. Да, так и будет. Саот на ю, например, да? Ну, саот саба говорят тоже. Это вот прям литературное слово, словосочетание, да? Саот саба. Мгм. Саот сабаны ю. Anladınız? Азат, я знаю, что отличается у вас говор, там, силе шум. Давайте, ну, на правильном учимся. Я все-таки. Саот сабаны ю. Мгм. Да, все верно. Дерес. Он моет посуду. Мгм. Как будет? Он моет посуду. Он моет посуду. Ничек была. Да, да, да. Можете даже просто у саот саба юа. Мгм. Без вот это получается. У саот саба юа. Так тоже будет правильно. Саот саба. Мгм. Можно сказать у саут сабаны юа, можно сказать у саут саба юа. Там это два варианта будет правильно. Оба варианта имеется в виду. Эйе, дерес. Anladınız, да? Саут саба юа. Мгм. Ул саут саба юа или ул саут сабаны юа. Мгм. То есть нәрсәне, что он моет. Понятно, да? Так, надень шапку любую, на улице холодно. Тут будет надень шапку, ну, любую шапку, да? Ребят, вспоминаем то, что если написано любой, мы же не конкретизируем, что именно какую, поэтому можете и употреблять без окончания это слово. Понятно, да? Помните, мы этот килиш проходили, падеж. То, что если нет конкретизации, то можно без окончания употреблять. Поэтому можно сказать просто, вам же не важно именно какая посуда, да? Любая имеется в виду. Посуду любую помой, да? Это получается, значит, саут саба просто можно употреблять. Так. Башима ки. Ну, это будет надень на голову. Это что сок. Да, ну, шапка будет башлак. Башлак. Кто не знал, можно, ну, в принципе, и шапка говорят, ну, башлак. Башлык ки урамда салкын или суық. Салкын. Да, бурек там и так далее. Тут же любую, то есть вам не конкретизировано, что именно какую, да, может это шапка-ушанка, может беретка, например, да. Это же все головные уборы. Башлык. Мгм. То есть это будет надень шапку, башлыки или бурекнеки. Буреки тоже также можете без окончания. Я же говорила же, тут нет конкретизации, поэтому будет без окончания. Уранда салкын. Я суық, да, можно сказать. Холодно. Салкын. Anladınız? Мгм. Можно просто түбетей башлыки урамда салкын, да. Или түбетейки урамда соук. Понятно, да? То есть тут нету конкретной какой-то шапки, поэтому можно любой вариант. И без окончания. Хорошо? Понятно, да? Лейсен одевает синее платье, а вот тут уже конкретизация, то, что именно синее платье она надевает. А я? Поэтому можно, да. Лейсен зенгер кульмяк кие. Да, хорошо.
Лесен, зәңгәр күлмәк кия. Молодец, Регина. Мгм. Так, Лесен одевает синее платье. Лесен, зәңгәр күлмәк кия. Әйе. Мне очень нравится одна песня из «Зәңгәр күлмәк». Татарская народная песня, очень красивая. «Зәңгәр күлмәгең» дип атала. Бик матур җыр. Вакытыгыз булганда тауып тыңлап карагыз. Такая прям красивая песня, смысловая. Так, Ләйсән зәңгәр күлмәк кия. Яхшы. Поставь стекло на место. Тут будет стекло. Вспоминаем. Ләйсән күк төсле күлмәк кия. Ну, можно, да, но тут же просто синее. Күк төсле это голубое. Угу. Как небо получается. А тут просто синее. Азат, не усложняйте. Пожалуйста. Угу. Ләйсән зәңгәр күлмәкне кия. Әйе. Тут конкретизация можно вот именно употребить уже күлмәкне. Можно просто сказать күлмәк кия, да, понятно, да? Вот. Так, все хорошо, правильно. Так, поставь стекло на место. Как будет стекло? Кто помнит? Кто не помнит? Кто не помнит, я напомню. Паяла. Так, стекло именно. Терезе – это окно, а стекло – это пияла. Угу. Вот именно, вот тут уже конкретизация, поэтому будет пыяла н. Яме? Урнына пияланы урныга кой. Терезе – это окно. Терезе – окно. Например, пыяла терезе – это стеклянное окно. Это будет уже стеклянное окно. Понятно, да? Рустам? Пыяланы урынга кой. Угу. Хорошо? Угу. Или урынына. То есть, например, есть определенное место, но у нас же стекло не везде может стоять, правильно? Оно же уж в определенном месте стоит. Поэтому урынына еще тоже будет правильно. То есть правильно будет ланы урынына кой. Угу. Или урынына. Ой, урынына, извините, у меня опечаточка. Так, урынына. Угу. Я пишу письменно, печатно не запоминаю. Да, урнана будет все-таки правильно, потому что это же вот именно на место. Вы же указываете урнана, то есть у него есть свое место. Понятно, да? Я пишу письменно, печатно не запоминаю. А вы имеете в виду графику, что ли, получается? Так, что-то у меня с соединением. Так, меня видно, меня слышно? Так, урнана. Anladınız? Так, хорошо. Если есть вопросы, задавайте им. Sıralarınız bulsa сұрағыз. Ұялып тұрмағыз. Так, он ставит спектакль. Спектакль так и остается, не переводите на комит, ладно? В принципе, чаще всего употребляется спектакль. То, что говорим, пишу письменно, поэтому в чат мало пишу. Угу. Ага, поняла. Но это решается с помощью практики, Рустам. Ул комит куяда или спектакль. Это падеж, окончание, на. Ильяс, это был у нас такой падеж направительный. Юнәлеш килеші. Это мы на уроке проходили. Кемге нәрсеге вопрос отвечает, поэтому будут такие окончания.
Ой, тышим килиши, извините. Тышим килиши, у него окончание на «н» получается. Именно если конкретно что-то, вот тышим килиши, мы это в одном уроке очень подробно тышим килиши, и там есть окончание «н», «н». Если вот, например, конкретно о каком-то предмете идет, а конкретно о каком-то месте, вот эти окончания добавляются. Anladınız? Мгм. Да, ол спектакль на куя или спектакль куя тоже будет правильно. Тут же, вот смотрите, он ставит спектакль, тут нету конкретно, непонятно, да, какой спектакль, так что вы можете смело сказать, что он просто ставит спектакль. Ол спектакль куя. Мгм. Или спектакль на куя. Понятно, да? Хорошо. Так, читай эту книгу. Как будет читай эту книгу? Вот именно тут китап, ну, конкретизация идет, что именно эту книгу надо читать. Как будет читай эту книгу? Bu kitabını oku. Рустам, смотрите, китапны укы это читает книгу просто в настоящем времени. А мы конкретизируем то, что мы говорим, чтобы он читал именно эту книгу. Мгм. Поэтому мы употребляем вот эту частицу бу, это, эту. Мгм. Bu kitabını oku. Эйе, дерес. Да, да, Азат правильно написал, Гульнара тоже правильно, Ильяс, хорошо. Ага, Регина хорошо написала, правильно. Молодцы. Bu kitabını oku. Мгм. Anladınız mı? Rüstem anladınız mı? Все понятно? Bu kitabını oku. То есть мы направляем, предлагаем читать ему именно эту книгу. Мгм. Так, Ярар, дальше. Он учится в университете. Университет также будет. Университет, он не переводится. А, Он же исправил потом. Он исправил, я вижу. Он же вон исправил потом. УК добавил. Мгм. Ол университетта укый. Мгм. Ол университетта укый. Әйе. То есть он конкретно учится в университете. Ол университетта укый. Укый. Мгм. Учится, да, в данный момент, в настоящее время. Укый. Да, в конце и краткое. Ильяс, у вас опять выпало. Это, наверное, Т9, скорее всего, да? Укый. Мгм. Ол университет. Китап. Акаял. Ол тутаха карим. Ну да, китапны с окончаниями. Эйе. Да, Гульнар, вы очень внимательны. Есть китапны. Это слово у нас заимствовано из персидского языка, поэтому там сингармонизм закона нет, поэтому будет китапны, да, все верно. Я не очень обратила на это внимание. Мне важно, чтобы вы правильно говорили. Китапны. Но все равно, когда при произношении не будет так говорить, китапны, у него все равно татарские корни это сыграют. Мгм. Мгм. Не запомнила. И вот именно сейчас, в данный момент читает, верно? Все, понятно, да? Хорошо. Переходим к следующему слайду. И келесі. То есть это, да, тоже глазками пробежитесь. Вымой посуду любую саут сабаю. Он моет посуду любую ол саут сабаюа. Надень шапку любую, на улице холодно. Да, вот тут мы привели пример бюрек. Бюреки урамда соок, либо салкан. Это тоже два варианта будет правильно. Лейсян надевает синее платье. Лейсян зенгер кульмякия. Поставь это стекло на место. Бу пьяланы урнана хуй. Он ставит спектакль. Ул камит куя или ул спектакль куя. Это тоже будет правильно. Читай эту книгу. Бу китап наука. Он учится в университете. Ул университета уке. Так, хорошо. Все понятно.
Isimlarni tortim bilan tiklanishi, склонение имен существительных по принадлежности. Для начала вспомним форму местоимений в притяжательном падеже и аликилише. Вспоминаю, что притяжательный или родительный падеж отвечает на вопрос кімнің, кого, чей, нәрсенің, чего. Бірлік сан минем, көплік сан біздің, сенің, сіздің, üçüncü зат аның, аларның. То есть у нас вот эти местоимения спрягаются по падежам, именно в притяжательном падеже. То есть мы сейчас будем раскрывать татарскую душу, да, то, что они у нас такие собственники, и поэтому у нас немножко по своеобразному вот этот момент притяжательности. Сейчас я вам все объясню. То есть минем это будет мой, безнен наш, получается, синен твой, сизнен ваш, аның его или ее, аларның это их получается. Понятно, да? Так, и в отличие от русского языка, в татарском языке существительное изменяется по лицам. Например, просклоняем слово апа, ну тетя, например, да? Вот смотрите, если в русском языке мы просто говорим моя тетя, да, моя сестра, например, мой папа, то в татарском языке, да, татары четко, да, показывают то, что это его, это ее. Поэтому с двух сторон такими окончаниями, если вначале это получается местоимение с окончаниями, да, то и в конце слова тоже окончание добавляется. Просто они показывают всем видом то, что это их, то, что это его. Понятно, да? Минем апам, синем апаң, аның апасы, біздің апабыз, сіздің апағыз, аларның апасы. То есть с двух сторон вот так вот четко показывают. Вот получается. И получается, но в некоторых случаях можно и говорить без окончаний, вот этих без розовеньких окончаний, то есть тоже будет правильно. Но в классическом варианте, конечно же, употребляется, чтобы и сзади, и спереди были окончания. Но также вы можете сказать минем апа, синең апа, аның апа, біздің апа, сіздің апа, аларның апа. Понятно, да? То есть это тоже такой вариант есть. Вот. Вот. Также изменяется по лицам и числам существительным во множественном числе. Мисал. Просклоняем слово апалар, тети, да? Вот, например, опять-таки сначала идет само слово, то есть корень вот этого слова, к нему потом добавляется множественное число, потом только уже окончание, вот это личное окончание. Понятно, да? То есть окончание по принадлежности. То есть это будет выглядеть так. То есть мои тети, например, минем апалары, синең апаларың, аның апалары, біздің апаларыбыз, сіздің апаларыңыз, аларның апалары. Понятно, да? Так, это понятно? Yazыңыз миңа, пожалуйста, смайликлармен, нәрселермен, нәрсе жазасыңыз келе. Так, и слушаем дальше. И еще получается, эта конструкция непривычна для русскоязычных, поэтому требует особенного внимания и тренировки. В переводе на русский язык это выглядит так. Моя тетя моя, твоя тетя твоя и так далее. То есть кому принадлежит предмет, может указываться дважды. И местоимением минем, синем, аның и так далее, и аффиксом принадлежности. Понятно, да? Так, аллатава. То есть получается и спереди, и сзади вам дает... Ну, в конце нужно проговаривать. Да, минем, аның и так далее. Так. Аффиксы принадлежности выглядят следующим образом. Единственное число минем, синең, множественное число біздің, біз, сіздің, гез. Üçüncü зат. Аның после согласной, если идет, да, то ставится е. В зависимости от твердости, мягкости слова. После гласной се. Так, дальше. Аларның после гласной после гласной, после согласной после гласной се. Понятно, да? То есть мы не забываем то, что нам нужен этот маслица, майонезик, поэтому если после согласной, то просто гласная добавляется, окончание с гласной. А после гласной там уже не нужно, но добавляется именно, которое окончание начинается на согласную. Понятно, да?
То есть все как бы гармонично и все логично. Понятно, да? Просто запомните ассоциативно. Мине на м заканчивается. Синен опять-таки на н. Понятно, да? Безне, без тоже похоже на без, да? Сизнен, гес. Вот здесь немножко не похоже, конечно, да? Тяжело запомнить, но, в принципе, тоже можно ассоциатировать. Вот. Понятно, да? Так. Если слово оканчивается на согласную к аффиксу первого и второго лица, спереди прибавляется е. То есть они получают следующий вид. Например, Берлексан Куплексан ыбыз эбіз. Екінші зат ығыз эгіз. Ударение падает на аффикс принадлежности. Пока просто слушайте, потом и на практике это вам будет более все понятно. Понятно, да? Вот. Дальше. Mesela, минем кезге. Тут слово ул это значит сын. Хорошо? Не как он, а сын. Сын, сынок. Так, вот смотрите. Если, допустим, у вас слово кезге, оно заканчивается на е, на гласную, да? Поэтому у вас будут такие окончания. То есть, смотрите, кезге это зеркало. Как мы скажем, мое зеркало? Минем кезгем. То есть, мое зеркало мое, грубо говоря. Кезгем. Видите, там уже буковка Е есть, то есть в конце кезге Е есть, поэтому добавляем просто М. Так, синен кезгем. Твое зеркало. Кезген. Анын кезгесі. Его зеркало или ее зеркало. Біздің кезгебіз. Наше зеркало. Сіздің кезгегіз. Ваше зеркало. Аларның кезгесі. Их зеркало. Понятно, да? Здесь уже слово ул. Это сын. Видите, оно заканчивается на согласную. Поэтому окончание будет немножко с маслицем, да, получается, чтобы сухо не было. То есть минем улым. Мы же не можем просто минем ум. Это будет неправильно, понимаете, да? Поэтому будет улым. А почему и? Потому что у у нас твердое. Так, синен улым, аның улы, біздің улыбыз, сіздің улығыз, аларның улы. Все те же самые окончания, просто перед этими окончаниями у нас есть непосредственно гласный звук, гласная буква. Так, например, слово мягкое. Эстель тоже заканчивается на согласное, но оно мягкое слово. Так, минем эстелем, мой стол получается, да? Синен эстелен, аның эстеле, біздің эстелебіз, сіздің эстелегіз, аларның эстеле. Так, теперь прояснилось, все понятно, аңлашыла ма әзірәкінәр? И вот, например, получается, если было бы это во множественном числе. Тоже, опять-таки, то же самое, просто у вас впереди сначала идет корневая часть слова, да, вот это ксг, потом добавляется множественное число окончания, а потом только эти окончания принадлежности, аффиксы принадлежности. То есть получается минем ксглярен, синен ксглярен, аның ксглярен, біздің ксгляребіз, сіздің ксглярегіз, аларның ксгляре. То есть это ваши зеркала, мои зеркала и так далее. Улар сыновья, столер – это столы. Понятно, да? То есть тут ничего не меняется, просто в середку нагло так встает окончание множественного числа. В принципе, ничего не меняется. Так, ребята, вам с этими аффиксами принадлежности, иsimlerini tortim bilan tirlanishi borasida аңлашыламы? Или что-то, какие-то неясности есть? Вы пишите, пока я продолжу объяснение. Обратите внимание, что во втором лице множественного числа сіздің аффикс гэс, гэс, а не сэс, сэс, как было у глагола в настоящем времени. Не смешивайте их, хорошо? Это у нас идет имя существительное. У глагола немножко отличается, хорошо? Немного понятно, да? Хорошо. Было маленькое слово. Было маленькое слово, стало огромное. Да. Да. Вот так вот. Вот, например, даже слово ул, да? Например. Понятно, но на повторе потом проговаривать буду четко. Хорошо. Так. Это понятно, да? Хорошо. Например, смотрите, исключение из правил. Есть вот эти два слова, которые вот
ну, они любят выпендриваться, вот эти два слова, поэтому они немножечко по-другому. Вот смотрите, дустам. То есть, смотрите, вот эти просто слова нужно запомнить. То есть они отличаются тем, что вот смотрите, слово «дус», оно вроде бы состоит из 3 букв, заканчивается на «с», на согласную, да, но когда мы говорим его аффиксы принадлежности, да, «дус» – это «друг», значит, то добавляется буковка «т». Откуда она появляется, непонятно. Она, то есть, ее просто, ну, это тяжело объяснить как-то, да, это то же самое в русском языке. Вот есть же чередование гласных, там, выпадение звука, да, вот кто русский язык изучал, знаете, да, вот, например, там лоб, лба, например, да, или там, например, чередование согласных, там тоже есть. Вот это же тоже никак невозможно объяснить, да, или, например, друг, дружим, например, да, это то же самое. Вот, но тут только 2 слова таких надо запомнить. Дус, дустам, дустам, дуста, дустабыс, дустагыс, дуста. Понятно, да? То есть мы не будем говорить дусам, дусам, дуса и так далее. Это неправильно, ясно? Поэтому добавляется буковка Т. Откуда-то она появляется. По велению, там, по щучьему велению, да? Вот, и слово халак. А вот халак, наоборот, он теряет вот эту буковку и остается просто халком, как Халк. Запомните, просто вот это же есть герой из фильма Халк, зеленый такой человечек, если я не ошибаюсь. Халком, халка, халкабыз, халкавыз, халка. Понятно, да? Вот эти 2 слова, они отличаются, они отличились. Anlaşıldı? Anlaşıldı. Так, и большинство слов, оканчивающихся на «и», на «и» краткой, на «у», на «ü», на «ю», получают аффиксы как после согласных. Запомните такие слова. Их тоже не так много, их просто нужно запомнить. Например, «аның биюен», «сіздің суыбыз», ой, «біздің суыбыз», «тау», «аларның тауы». Помните, мы слово «тау» проходили? Это связано, знаете, с чем? Потому что вот эта буковка «ю», вот это и краткое, и «у», они дают, ну, когда вот, например, добавляются какие-то окончания, они дают немножко другие звуки. Поэтому и окончания, ну, они ведут себя как согласные, получается, при каких-то окончаниях. Поэтому и они требуют себе тоже отношений как согласным. Поэтому и окончания тоже будут как согласными. Вот, например, тау аларның тауы, аның убуы, минем әнием, сіздің әтиегіз. При этом и краткое плюс е равняется е. Әтиегіз. Шей, шейім, май, майым, малай, малайым, үй, үйің, абый, абыйыбыз. Понятно, да? Но в третьем лице есть исключение для слов, обозначающих родственников. Аның әнисі, аларның әтисі, аның абысы, хотя иногда говорят и они и так далее, да? Внимание, бабай, бабасы или бабайи. Но это уже как бы, в принципе, это не так часто встречается. Аның бабасы, ну, бабайи, диктейтелер. То есть и так будет правильно. Понятно, да? Ребят, понятно? То есть в русском языке же тоже есть такие моменты, когда вот это чередование, беглые гласные. Вот, и в татарском языке это тоже есть. Понятно, да? Известно вам слово «узим» «сам» может употребляться и в других лицах. Это тоже надо запомнить. Например, «узем» – «я», «сам», да, вот, например, «узе» – «он сам», «узебес» – «мы сами», «узегес» – «вы сами». Особо заметьте, они сами, «узляры». То есть вот это «узем» слово, да, «уз» получается, оно тоже спрягается по вот этим лицам. Понятно, да? Угу. Мәселен, мен өзімні яратам, я люблю себя. Ведь я конкретизирую, что я люблю себя, поэтому мы добавляем окончание «не». Үземне, себя именно. Anladınız? Так, вот, например, ты любишь себя, син үзеңне ярататься. Понятно, да? Такие слова мы тоже будем встречать. Алар тоже очень часто бик еш кулланылалар. Очень часто встречается, очень часто употребляется. Так,
И получается, давайте попробуйте ашкыш ну, по лицам получается. То есть минем ачка. Так, давайте сделаем так, чтобы вам проще было перед глазами. Я вам вот эти слова сюда напишу. И сама слайд вам открою именно уже с спряжением. Хорошо, чтобы вам проще было. Мне кажется, так будет проще сделать. Шер. Вот эти слова, я сейчас вам слайд открою, где вот эти. Так, давайте. Минем. Угу. Ну-ка, вот здесь. Лучше. Здесь. Минем ашкышым. Яма? Минем ашкышым. Вот здесь лучше. Будет более понятно. Так, минем ашкышым. Вот вам примерами, ладно, прям? Минем ашкышым. Это значит мои ключи, да? Мой ключ получается. Мой ключ, потому что единственное числе. Мой ключ. Угу. Какой твой ключ? Твой ключ как будет? Әйе, Альбина дұрыс жазған. Сенің ашқышың? Біздің ашқышыбыз. Дұрыс. Ашқышыбыз. Сіздің ашқышың. Да, сенің ашқышың. Сіздің ашқышығыз. Да, все верно. И аларның ашқышың. Все хорошо, верно? Да. Ребят. Так, давайте следующее слово у вас. Угу. Следующее слово эне. Эне. Эне это значит братишка, да? Кто тебя младше, мужского пола. Так, энем. Минем энем. Хорошо. Синен энен. Дырыс. Ильяс, синен ашқышың, еме? Ашқышың. Інісі, минем інім, сенің інің, аның інісі. Әйе, дұрыс. Дұрыс. Біздің інібіз. Дұрыс. Әйе, сенің ашқышың. Тоже дұрыс, Ильяс. Так, вот прямо сейчас правильно, да. Запомните, если твердый гласный, значит в окончаниях и в самом слове всегда будет только твердый гласный. Этот закон сингармонизма, он не нарушается в татарском языке. Он нарушается только в том случае, если слово не татарское исконное. Понятно, да? То есть заимствованное. Энем, энем, энесе, энебез, энегез, энесе. Все верно, молодцы. Молодцы. Так, следующее слово шахар. 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 Следующее слово шахар. Это город, да ведь? Вы уж, наверное, сразу поняли, что за слово. Так. Вот вы первое слово же сделали, ачхэш. Оно заканчивалось на че. А че у нас оно согласное. Поэтому и окончание было получается, начиналось на гласное. А так как слово эне, оно заканчивается на гласное, поэтому и окончание будет просто, которое начинается на согласное. Все просто.
Чего не хватает, то и добавляется. Запомните вот эту фразу. Хорошо? Шахарем, да. Вот опять-таки шахар это оканчивается на букву Р, а Р у нас согласная. Поэтому и окончание будет начинаться на гласную. И еще не просто гласную, а на мягкую гласную, потому что слово шахар сам по себе мягкое. Шахарем, шахарем, әйе. Минем шәһәрем, синең шәһәрең, аның шәһәре, безнең шәһәребез, сезнең шәһәрегез, аның шәһәре. Если вы обратите внимание, я не говорю буковку Х как Х, да? Оно идет нежно. Минем шәһәрем, то есть немножко как будто заглатываем, да? Ведь получается вот эту буковку Х. Так, минем шәһәрем, синең шәһәрең, аның шәһәре. Так, Азат, у вас ошибки. Исправляем. Шәһәрегез, шәһәре. Не надо шәһәресе. Шәһәре только, хорошо? Так, шәһәребез, минем шәһәрем, шәһәрегез, синең шәһәрең, синең шәһәрең, шәһәре, аның шәһәре. Безнең шәһәребез, сезнең шәһәрегез, аларның шәһәре. Хорошо. Так, давайте дописываем. И следующее слово, последнее. Шырпа. Шырпа. Аның шәһәре, да. Шәһәре. Татарская шәһәр. И буковка Х тоже татарская. Шәһәр. Шырпа. Синең шырпа. Минем шырпам, синең шырпаң. Ага, шырпысы аның. Безнең шырпыбыз, аның сезнең шырпыгыз, аларның шырпысы. Да, шырпаң. Синең шырпаң. Но в конце н, да, ведь получается такая татарская с хвостиком. Шырпаң. Шырпаң. Как будто отскакивает. Шырпаң. Паң. Синең. Шырпаң. Синең шырпаң. Аның шырпысы. Шырпа. Шырпа, я вам не сказала. Шырпа это спичка. Спичка. Или может быть даже, вот знаете, шырпокырдытилер. Занозу тоже так говорят. Там. Бывает, что там, например, кусочек какой-то там, в палец какой-то, да? Понятно? Заноза либо спички. Да. Шырпы. Ильяс, шырпыбыз, яме? Шырпыбыз, не звучит. Видите? Вот эти они же твердые, и поэтому окончание тоже будет Понятно, да? Наверное, шырпыс. Там просто все гласные в слове одинаковые вот в этом слове. Шырпы, шырпығыз, шырпысы и так далее. Аңлашылды, әйме? Ярар, молодцы. Менә әкрен-әкрен генә шулай итеп сез аңлый башладыгыз. Мине бу бик куандыра. Ярар. Так, күзегезне төшерегез, пожалуйста, экранга. Мискә экранда күрсәтәм. Минем ачкычым, минем энем, минем шәһәрем, минем шырпым. Синең ачкычың, синең энең, синең шәһәрең, синең шырпың. Аның ачкычы, аның энесе, аның шәһәре, аның шырпысы. Безнең ачкычыбыз, безнең энебез, безнең шәһәребез, безнең шырпыбыз, сезнең ачкычыгыз, сезнең энегез, шәһәрегез, шырпыгыз. Аларның ачкычы, энесе, шәһәре, шырпысы. Вот.
Мы специально вам дали все 4 варианта, когда заканчиваются, получается, на согласные, твердое слово, на которое заканчивается на согласное, и мягкое слово, которое заканчивается на согласное. Слово, которое заканчивается на гласную, мягкое, да, это как «н», а «хам», «шарпе» – это когда на гласную, только на твердую. Понятно, да? И окончание тоже вы видите, какие нужно в определенный момент ставить. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Так, теперь попробуйте перевести вот эти словосочетания. Как это будет? Мой друг. Әйдәгез. Әйе, аларның шырпысы дөрес идез. Как будет мой друг? Друг, вот мы с вами проходили, что это слово исключение. Минем достым. Әйе. Әйе, әйе, әйе. То есть появляется буковка Т волшебным образом. Да? Минем достым. Хорошо, отлично. Так. Как будет твоя младшая сестра? Как будет младшая сестренка? Кто знает? Сестренка вообще как будет? Можете сказать это двумя словами, можно сказать просто одним словом, что это твоя младшая сестренка. Минем достам, дерес, мой друг. Минем достам. Мой друг. Есть даже такая песенка, да? Игорь Крутой, что ли, поет? Просто синен, не надо синика, яма? Синен, Азат. Не хулиганьте, Азат. Синен. Сенлин. Сенлин, да. Так, вот смотрите, Сенгель это у нас именно сестренка. Сенгель. Синен, сенлин, яма? Синен. Так. Синен. Сенлин. Вот. Синен, сенлин. Сенлин, яма? Вы, это же твоя. Так, его старшие сестры. Как будет? Его старшие сестры. Она. Как будет старший? Кто знает? Подсказка. Алла. Перед именем существительным, конечно же, будет, да? Старшие сестры. Она. Ага. Апа, да, сестры. Ну, в принципе, вы могли бы и сказать всего, например, твоя младшая сестра, да, допустим. Сине, кишкине, апан тоже будет. Это тоже будет правильно. Можно заменить одним словом. Синглем. Понятно, да? Она, л, апа, с. Все верно. Апаном, это что? Нет. Его старшие сестры. Его сестры. Множественное число. Апала. Ре. Вы что, сдулись? Смотрите. Аны. Л. Апалар. Это множественное число. Ре. Все. Ой. Да, вот я забыла пробел поставить. Аны. Л. Апалары. Аны. Л. Апалары. Понятно? Угу. Апалары. Если было бы просто его старшая сестра, то да, она ла опаса. Все верно. А тут именно сестры, множественное число. Ясно? Она ла апалары. Как будет ваш нос? Ваш нос. Кто знает, как будет нос? Чуть не подсказала. Ваш нос. Сезнем брон или брон. Ну да, можно сказать сезнем брон, а можно еще добавить, да, сезнем броногыз. Броногыз, а имя?
Кто это тонал? А, у вас ворон тонал, да? Мгм. Первый раз такое слово слышу. Тонал это, ну не знаю, что это такое. Sizning biriniz, әйе. Дұрыс. Так, хорошо. Давайте активизируемся. Их брюки. Да, Гульнара дұрыс. Sizning biriniz, Ильяс дұрыс. Sizning biriniz. Так, их брюки. Как будет аларның? Брюки можно сказать двумя способами. Как штаны, да, вот, например. Ну, попробуйте сами, как вы знаете это слово, интересно. Их брюки. Как будет брюки? Мгм. Их. Аларның. Аларның. Их. Аларның. Ага. Кальсон еще скажи, да. Гамаш туглинде, брюки. Гамаш гамашу. Мгм. Так, брюки. Аларның. Знаете, кто знает, кто молодец, кто знает, как будет брюки на татарском языке? Ничек была. Білесіз ме? Вот так вот будет. Шалбар. Да, шалбар. Азат правильно написал, только без буковки щ. Аларның шалбары или ыштаны, еме? Ыштаны, похоже на слово штаны. Штан. Ыштан, да, получается? Аларның ыштаны или аларның шалбары? Аларның шалбары, еме? Их брюки. Угу. Хорошо. Поняли, да? Запомнили это слово? Либо штан, либо чалбар. Так. Ее младшие братья. Как будет ее младшие братья? Угу. Ну да, тут брюки в русском языке же это слово, которое употребляется только во множественном числе. То есть в татарском языке у него есть и множественное число, и единственное число. Поэтому, в принципе, то, что вы перевели чалбарлары, это будет тоже правильно. Они же не могут одни брюки на всех носить, правильно? Так, шалбарлары, только не надо, ладно, в конце? Шалбары просто, шалбарлары. Угу. Без н. Аның, так, ее младшие братья. Аның, энелері. Множественное число же, братья. Энелері. Әйе, аның энелері. Хорошо, да, все верно. Так. Аларның энелері. Ой, аның энелері. Все, хорошо. Аның энелері. Угу. Да. Да, правильно. Далеко. Ну, это уже более такое диалектарное, разговорное. Она энелери, да, потому что множественное число. Хорошо. Я сам читаю. Как будет? Я сам читаю. Угу. Энелери. Хорошо. Как будет? Я сам читаю. Мин үзем укыйм. Әйе, дөрес.
Угу. Дырыс. Как будет твои зеркала? Это мы сегодня уже встречали. Твои зеркала. Так. Синең көзгеләрең. Әйе. Көзге. Азат. Только будет көзгеләрең, деме? Көзгеләрең. Угу. Да. Хорошо. Наш суп. Как будет наш суп? Наш суп. Напишите. Меня сезнем белән авызда ачтым. Вот я сегодня с вами ифтар провожу. Безнең аш, әйе. Можно еще добавить ашыбыз, да? Безнең ашыбыз. Можно просто безнең аш. Татары, я же говорю, они и сзади, и спереди вот это добавляют, да, безнең ашыбыз дип әйтәләр, әйме? Так. Рәхмәт, Регина. Но шурпа это именно блюдо, а аш именно то, что суп. Угу. Шурпа это, по-моему, немножко другое блюдо, насколько я помню. Так, безнең ашыбыз. Әйе, дөрес. Хорошо. Их дома. Обратите внимание, слово дома во множественном числе. Их дома. Ашыбыз, деме? Ашыбыз, Гүлнара. Ашыбыз. Угу. Потому что аш, он же на ш, а это согласные, поэтому ыбыз добавляется. Да, да, можно еще шелпа, бульон. Да, можно. Ну, аш это бульон, а вот аш это когда он состоит из многих элементов. Аларның иләре. Угу. Да. Аларның иләре. Все верно. Альбина молодец. Множественное число. Безнең ашыбыз. Да, Гульнара, все правильно. Аларның иләре. Тоже правильно Азат написал. Аларның иләре, Регина. Да, правильно, только буковку «а» пропустила. Ну, это, наверное, просто выпала она. Не из-за того, что вы не знаете. Так. Так, как будет ее левая рука? Давайте активизируемся. Алана Илярев, все верно, хорошо. Теперь ее левая рука. Как будет ее левая рука? Она, сул, кулы. Ой, Азат, молодец. Так, кулы только ема, Альбина? Кулы. И в конце просто добавьте. Она, сул, кулы. Она, сул, кулы. Угу. Регина тоже дұрыс написала. Дұрыс yazdı. Молодцы. Хорошо. Она сол колы. Угу. Ильяс колы. Эйе, вот да, исправили. Хорошо, молодцы. Как будет мои старушки? Как будет старушки? Минем сол аяк капуклы. Шиштемени. Нишләп икән? Почему?
Вот это правильно будет сказать, знаете, как минем сул аягым шишты. Выздоравливайте, Альбина. Нишлеп шишты бердигиз мәллә? Минем каршыкларым. Неме? Каршыкларым упала. Берегите себя, үзегезне саклап йөрегез, яме? Ладно, до свадьбы доживет, Альбин. Минем каршыкларым. Тяжело, наверное, ходить, да? Пускай вам Аллах принесет выздоровление. Минем каршыкларым. Так. Рәхмәт. Үзегезгә рәхмәт. Минем каршыкларым. Хорошо. Множественное число, да? Твои песни. Давайте. Твои песни. Твои песни. Как будет твои песни? Синең җырларың. Все верно. Как будет его сад? Нет. Просто җырларың. Җырларың. Так, да. Его сад. Аның бакчасы. Әйе. Аның бакчасы, әйе. Аның бакчасы. Молодцы. Бултыртыгыз. Так, быстренько глазами пробежимся. Мой друг, минем достым. Твоя младшая сестра, синең сіңлең. Его старшие сестры, аның апалары. Тут у меня опечатка, извините, пожалуйста. Ваш нос, сіздің бұрынығыз. Их брюки, аларның шалбарлары. Ее младшие братья, аның інілері. Я сам читаю, үзім оқим, или мин үзім оқим. Но если уж есть үзім, значит уж понятно, что это ты. Понятно, да? Твои зеркала, синең кізгілерің. Наш суп біздің ошыбыз. Их дама, аларның үйлері. Ее левая рука, аның сол қолы. Мои старушки, менің әбилерім. Твои песни, синең жырларың. Его сад, аның бақшасы. Все, хорошо. Ой. Так, ладно. Это было последнее задание сегодняшнего урока. Так, ну-ка, давайте я перейду в такой экранный режим, чтобы вы меня видели. Так. Ага. Барыңызға да тағы бір қат рахмет. Бүгінгі кешні біздің білен отырған үшін, менің білен отырған үшін. Бүгін бик актив эшләдегез. Мен бик шат, мен бик қанағат. Сіз бик зур молодецлар. Сізге бик зур қол шабасым келе. Көбейтіп қол шабасым келе. Зур түгіл енді. Имеется в виду, көбейтіп қол шабасым келе. Сіз әфәрин. Молодцы, браво. Бик актив эшләдегез. Sizге барысы да аңлашылды деп үмітләнеп қалам. Рәхмәт, Гүлнара. Сіз мені ұялдырасыз. Мен sizге барысы да һәм аңлашылды деп ойлаймын. Һәм мен миңа бик тә үмітләнәм. Я надеюсь, что вам было все понятно. И я как бы верю в это, что вам было все понятно. Если у вас есть какие-то вопросы, то вы можете мне обратиться. Вы знаете, то, что мой номер телефона, тоже пишите и задавайте свои вопросы. Вот. Там бір қат барыңызға да бик зур рәхмәт. Келесі шырашыларға қадәр. Так, тоже заранее договоримся, какой день и во сколько. Бик зур рәхмәт. Келесі шырашыларға қадәр. Сізге бүгінгі дәріс ұшады ма? Барысы да ұшады, аңлашылды ма сізге? Вам было все понятно? Напишите, пожалуйста, чтобы я как-то знала.
Азат, сау булыгыз, рәхмәт. Мгм. Сорауларыгыз калса, миңа мөрәҗәгать итегез, яме? Если у вас остались какие-то вопросы, то напишите мне. Мгм. Ярар, мин бик шат. Бик зур рәхмәт сезгә. Сезнең белән мин диләрә идем. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Да, практика нужна. Ну, практика, да, без практики никак. Вы можете мне отправлять голосовые сообщения, я по возможности буду их слушать и говорить, какие у вас там ошибки могут быть, например. Мгм. Хорошо. Я открыта, вы знаете. Мгм. Мне важен результат. Я не просто так с вами. Я хочу довести дело до конца, чтобы вы знали. Сіз үйрендіңіз, иә ме? Сау болыңыз. Барыңызға да имин һәм тыныш кечләр телим. Һәм келесі шошыларға қадар сау болыңыз. Всем желаю хороших, спокойных вечеров. Сау болыңыз.